Всем привет! 22 августа. Кстати, день рождения республики. С днем рождения, республика! 99 лет сегодня исполнилось нашей республике. На следующий год будет 100-летний юбилей. Ну а мы нашей дружной семейкой сидели дома. Ну как сидели, занимались своими делами, конечно, каждый своими. Собрали остатки ягод во дворе, сварили варенье. Охотнички. Сегодня день рождения республики, сегодня и открытие охоты на водоплавающую дичь. Как бы тоже праздник для охотников. До обеда занимались своими делами и решили немножко, время есть, погодка устаканилась, вышло солнышко, и решили, почему бы сегодня не прогуляться нам по лесочку, посмотреть грибы, ягоды, тумана выгулять. Туман уже засиделся на цепи, пусть побегает по лесочку. Ну, белый гриб у нас уже пошел. Иван Григорьевич вчера звонил, мы, говорит, с Игорем собрали по 2 ведра белых грибов, приглашал меня. Ну, в выходные дни семья приехала домой, и я решил никуда не ехать, выходные проведу в кругу семьи. Так что у нас сегодня субботняя прогулочка, завтра еще целый день воскресенья. Чем-нибудь да займемся. Все, ну а мы скоро подъезжаем уже и сделаем включение уже там, в лесу. Геннадий, что? Ты рад, что мы выбрались на лесную прогулку? Да. Сейчас. Ягоды посмотрим. Так, все, дальше точно я не поеду. Так, вот здесь. Все. Приехали. Дальше точно не поеду. Ну вот. Туман. Ты рад? Туман. Ты рад? Не угадать камеру. Дай сюда. Ты рад? Туманчик? Туман. Да. Ты рад, что на прогулку выбрался? Кажется, да. Конечно, рад. Видишь, Все, поехали. поднял. О, счастье ты. Счастье-то сколько. Не знает, куда побежать. Ай, Туманчик, наконец-то, скажи, наконец-то меня выпустили, скажи, да? Ох, сейчас побегаем. Смотрю. Пошли. Ведра взяли не маленькие. У Ромы сколько? 3 ведра. У Геннадия одно, у меня двадцатка. Пока все не наполним, домой не пойдем. Здесь малявок ловим зимой. Мы еще не дошли до Белого Бора, до Беломошника. И прямо на дороге вот первый грибочек. Белый гриб, боровичок. Не боровичок, это белый гриб. Боровичок растет на бору. Вот такой вот. Кидаем ведро. Вот здесь, Генка, был муравейник. Видишь, вот. Угу. И медведь разворошил муравейник. Медведь очень любит муравьиную кислоту. На меня. Ух ты, блин, сколько их залезло за 5 секунд, блин. Чего? Муравьев. Вот они, сколько их. Фу. Пошли, а то они сейчас на нас быстренько зальют. Друзья, вот и первый боровичок. Правда, немножко, видишь, Генка, белка покусала его, потому что для белок этот гриб тоже очень вкусный. Вон, белка погрызла. Не знаю, говорят, резать нельзя. Кто говорит, надо откручивать, кто говорит, резать. Но мы его аккуратненько так открутим. Вот так, да? А потом отрежем. Доставай гриб сам. Не хочешь? Нет. Ну давай вот так вот. Говорят, надо откручивать его, ножку. Вот, видишь, какой красавец грибочек. И потом вот это корневище вот так вот аккуратно срежем. Вот.
Обратно сюда положим. И вообще, Вон, папа. вон, смотри, какой красивый гриб. Угу, Видишь? угу, И вот эта белочка покушала. угу. Так что вот такой красавец-боровичок. Здорово. Значит, грибы пошли. Значит, и главное на дороге опять. Никто, получается, его не видел. Так, где нашли один грибочек, рядышком смотрим. Они обычно не растут, где один гриб, там целая эта грибница должна быть. Но у нас он вроде бы гриб-одиночка. Ладно, сначала по централке пройдемся по дороге, а потом видно будет. Итак, чтобы не ходить толпой, Генчик с мамой пошли по тропинке. Ромка по левую сторону пошел, ну а я по правую. Он прошелся немножко, и вон вот такие вот два красавчика. Отличные экземпляры. Парочка. Крепышик. О, сломался. Блин, ладно. Лучше я его тогда отрежу. Лучше мы тогда его отрежем. Вот такой вот красивый грибочек. Так что у нас в нашем полку прибыло. Грибы есть, и это радует. Значит, сегодня покушаем картошечку со свежими грибами. А вот и черничка. Нашел кустики черники. Ведерочка у меня для ягоды нету. Пойду Генке хоть так соберу, немножко угощу. Если будет, где-то найдем хорошую полянку, можно будет пособирать. Черника уже вон поспела. И как бы вот внизи низменных. О, есть. Надо будет подойти сюда, пособирать. Ага, это хорошо. Вон кустики. Черничник тут есть вот в ложбинке. Так. Наша семейка уже утоптала далеко. Генка слышно кричит. Вон сыроежечка. Сыроежки мы не собираем. Не знаю почему. Народ их ест. Говорят, жареные очень даже ничего. Че, Ромка, нашел что-нибудь? Нет? А мама с Геной нашли? Я два грибочка еще нашел, и тоже все. Мы хоть на жареху-то сегодня насобираем. Небольшая жарежка уже будет. Ты что, ягоды кушаешь? Или собираешь? Ну тут в ложбинке был небольшой черничник, я вот там. Надо не на бору, а где-то вот в низинах. А? Вот это что такое? Брусника? Брусника, да. Тоже подоспела. Надо это, где ложбинка, вот сырое место, там ягоды надо. Да, брусники-то еще рано ведь, да? А? Бруснику-то еще рано собрать. Ну если поспела, то что рано-то можно и собирать. Че, Генка, вкусные ягодки? А, Ген? Весь грязный уже. Ну, пошли дальше. У меня, говорит, руки грязные. Ты, говорит, сам меня покорми. Где-то уже на бору и лужу нашел. Давай, Генка, вот так вот. Ну-ка, вот так вот сделай. Видишь, тут ягодки на кустике. Раз. Раз. Быстрее руками соберем. Ты их видишь, нет, Генка, ягоды? Я нет. Видишь? А в комбайне видишь? На, кушай. Ты помыл уже руки? Не, ну, почти На, нет. покушай. Вкусно? Угу. Что-то вон кустик хороший. Давай. Давай папа быстрее соберет, наверное. Ну? Ну, я уже. А я буду высыпать. Хорошо, договорились.
Грибов нет, хоть ягод пособираем немножко. Ягода уже созрела, потом дома с молочком покушаем, да? Да. Так, бери ведро, иди потихоньку. Смотри под ноги, только чтобы не споткнуться. Будь здоров. Спасибо. Плохо комбайном, где багульник, мусор всякий. Быстрее руками соберешь. Много ягод тоже нету, но... Ну, хватит. Нет, мало это кому? Тебе или мне, или кому? На тарелочку-то хотя бы надо собрать. На, высыпай. Немножко собрал папа. На, высыпай. Вот это так вот открываешь, поднимаешь. Вот так. Вот это, заднюю стенку, да. Нет, вот это, за это поднимай. Вон, вот за это. Да-да-да, поднимай. Все. Теперь обратно закрываем. И все. Ну, как. думаю, надо тарелки бросить. Не, маловато еще. Хватит. Вон, мелкая ягода. Можно я одну съем? Ешь, сынок. Это... Можно и 2, можно и 10. Кушай, это полезно для зрения. Черника. Для Чтоб- зрения? Да, глазки, чтобы лучше видели. А у меня они как раз плохо видят. Ну да. Папа, я потом посмотрю в зеркало. Хорошо. Язык у меня темный. Синий. Так, ну что. Грибочков мы сегодня на жареху собрали. Еще ягод соберем. Тарелочку, чтобы с молочком покушать. И все. По Белому Бору прогулялись, подышали свежим воздухом. Чувствуешь, какой запах здесь вкусный от багульника идет? Ну да. Вот это багульник, вот это называется растение. Угу. И вот, когда кашель, при кашле заваривают, и кашель проходит. И даже вообще полезно находиться в лесу, где растет багульник. В жаркую погоду он вообще хорошо пахнет. Так даже голова может закружиться. Как-то вот так. Вот тропинка. По этой тропинке еще ходил дедушка Гена. А до дедушки Гена ходил у дедушки дядя Вася. Это у отца, у дедушки твоего путик раньше. У И каждого. опять, давай опять я высыпаю. Давай высыпай. Там, правда, еще не зона. Вот это, заднюю крышку открывай. Вот за это, да? Да. Все. Хороший комбайн. О, Да, хороший. вон сколько ягодок уже. Пойдем дальше. То есть, если нет мусора, то он полезный. Фу. Грибов что-то мало. Ягод тоже. Брусники нет в этом году. Совсем нет. Ураганным ветром вот положило все деревья. И вот такие корни и выворотни. Вот здесь можно ставить петли на боровую дичь. Они здесь будут порхаться, купаться. Всю жизнь, испокон веков, добывали боровую дичь. Не с помощью ружей, но с помощью ружей-то тоже. А так в основном на путиках ставили петли. Опа-на! Вот это гриб. Вот это грибочек. Вы посмотрите на этого дедушку. Вот это реально с ведро. По-любому он, наверное, червивый, но мы сейчас это дело посмотрим. Ножка еще и чистая. О!
Во! Гриб-то гриб, всем грибам гриб. О! Надо же вот такому ему вырасти, а? Вот это да. Неделю назад он был, наверное, такой же, как эти маленькие. А теперь вот такой кабанелло. Сейчас посмотрим. Если ножка хорошая, то возьмем. И все. Через год неважный будет. Через год будет неважный. Ножку мы, наверное, все-таки возьмем. Червячки повылазят оттуда. Тонко нарежем, они сами выползут. И также можно будет приготовить. Снизу он довольно крепкий еще. Он. Так что шляпку, если мы оставляем, пусть белки доедают. Они вон уже погрызли его сверху. А ножку возьмем. Карабин я беру с собой на всякий случай. Хотя явно так медвежьих следов не видел. Какашек тоже медвежьих нету, но пусть лучше висит он за спиной. С ним как-то увереннее и надежнее себя чувствую. Просто не хотелось бы без оружия встретиться с хозяином тайги. Ужас. Не пройти, не проехать. Все деревья попадали. Вон еще порхалище. Рябчики порхались. Так что скоро, очень скоро откроется, через недельку уже охота на боровую дичь. И мы будем уже ходить с ружьишком. Вон порхалище тоже. Это рябчик, рябчишка. Рябчишки есть, видно по следам, по порхалищам. И это радует. Где-то через месяц, в конце сентября, можно будет уже здесь походить с ружьишком. Если их к тому времени. Ну, кони ходили. Даже до сюда ходят, а? Обалдеть. Вон еще одно порхалище. А так порхалище есть, а самих что-то не видать. Вон еще грибочек какой-то. Вон. Здесь видно, что порхались репцы. О, да это боровички. Вон какие красавцы. 2 штуки. 2 боровичка. Так. Ладно. Вместе, что ли, растут. Вот такие вот красотулечки. Давай мы их срежем. Так вот. Вот такая вот красотень. 2 братика. Акробатика. Ну вот. Теперь уже можно с уверенностью сказать, что свежие грибочки мы сегодня попробуем с картошечкой. Грибов мало, но мы по одному, по 2 насобирали. Надо съездить туда, где мы прошлый год Женькой. Опа, еще боровик. Еще один боровичок. Где прошлый год Женьки ходили. Там мы тогда где-то в середине августа чуть было опоздали. Грибы уже в основном все переросли, но сварили и наелись. Вот так вот. Вот такой вот красавец еще боровичок.
Не зря все-таки отстал. Мои уже потихонечку пошли в сторону выхода. А я решил по путику, по тропинке обойти. По центру Бора мы сюда шли. Обратно решился пройти по тропе. И не зря. Он 3 грибочка уже нашел. И здоровяка еще. Так. Все, больше нет. Там еще одно порхалище. Вон. Видно, что птицы здесь купаются. Это чистят перышки. Вон. Тут вообще отчетливо видно. Вон ямочка. И это уже далеко не рябец. Это уже что-то покрупнее. Или глухарь. Не, глухарь побольше. Глухарка, скорее всего. Вот, да. Вот и перышко. Рыжее перышко. Все верно, это глухарка. Здесь была, купалась. Так что дичь есть немножко, это радует. Ну а мы что, выдвигаемся в сторону выхода. Ну, по пути, может быть, что-нибудь да еще попадется. Мои уже в машине. Спрятались от комаров. Ну что, дружная семейка? Нашли еще грибочки, нет? Нет. Ни одного? А ты? Я, да. Вот такая у нас получилась вечерняя прогулка. Вечерняя прогулка с пользой для дела. Немножко ягод пособирали Генчику с молочком. Вот столечко. Мало, конечно, но что есть. И вот столечко грибочков. На сковородочку пожарить как раз будет. А у нас тем временем уже, хотя и на календаре 22 августа, но вот уже лес приобретает осенние краски. Лист уже местами пожелтел. Вот. Береза пожелтела. Черемуха покраснела. Все приобретает осенние краски. Через пару недель все уже будет золотая осень полностью. Зеленого цвета уже не останется. Даже рябина вот начала краснеть. Скоро осень. Лето закончилось. Ну и зима уже не за горами получается. Что, Геннадий, доволен прогулкой? Да, Понравилось? немного. А что, комары заели? Да. Ну ничего страшного. Сейчас домой поедем. Все. Пока. До встречи на рыбалке. В планах есть рыбалка. Дня через 2, через 3 рыбалка на дальняк. Но куда, пока рассказывать не буду. Пусть это остается небольшой тайной. Ненадолго потеряюсь. Но как приеду, естественно, все это сами увидите. Всем пока, всем до свидания.